Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Уважаемый Эмомали Шарипович, добро пожаловать в Бишкек. Рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Выражаю признательность вам за принятие моего приглашения посетить Кыргызскую республику с государственным визитом. Прежде всего хочу поздравить вас с успешным проведением важного внутриполитического события парламентских выборов в Таджикистане. Кыргызская сторона высоко оценивает организацию избирательного процесса, что также подтвердили международные наблюдатели, включая парламентариев из Кыргызстана в составе миссий межпарламентских ассамблей СНГ, ОДКБ и ШОС. Уважаемый Эмомали Шарипович, развитие дружественных и добрососедских отношений с Республикой Таджикистан является одним из ключевых приоритетов внешней политики Кыргызской республики. Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы совместно закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия. Хочу особо отметить результативную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Уверен, что подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном станет судьбоносным историческим событием, которое будет воспринято с воодушевлением как народами наших стран, так и широким международным сообществом. Этот шаг внесет значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центральноазиатского региона. Сегодняшняя встреча представляет прекрасную возможность для всестороннего обмена мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества. Убежден, что в ходе переговоров мы наметим конкретные шаги по расширению взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также по углублению культурно-гуманитарных связей между нашими народами. Выражаю надежду, что двусторонние документы, которые будут подписаны, придадут новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства. Наша общая задача – укреплять атмосферу доверия между нашими народами. Важным шагом в этом направлении является укрепление сотрудничества приграничных районов. Особую роль здесь играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. В этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Ноуруза в городе Худжанд 31 марта текущего года. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за приглашение и подтверждаю свое участие.
Уверен, что совместное празднование Ноуруза станет доброй традицией, символизирующей мир и единство народов Центральной Азии. Уважаемый имам Али Шарипович, еще раз рад приветствовать вас в Бишкеке. Передаю вам слово. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Садыр Нургожевич, уважаемые члены делегации. Прежде всего, хотел бы выразить вам, уважаемый Садыр Нургожевич, искреннюю признательность за теплое гостеприимство и радушие. Благодарю вас за поздравления в связи с проведенными парламентскими выборами в нашей стране. Мы высоко оцениваем активное участие делегации Кыргызстана в составе миссии международных наблюдателей за прошедшими выборами. Уважаемый Садыр Нургожевич, наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Сегодня мы примем историческое решение по вопросам границы между нашими странами. Договор о границе создаст прочную основу для дальнейшего всестороннего расширения наших межгосударственных отношений. Подписываемый сегодня солидный пакет документов откроет новую страницу в таджикско-кыргызских отношениях. Я уверен, что результаты сегодняшних встреч выведут сотрудничество наших стран на более высокий уровень, отвечающий коренным интересам наших народов. Благодарен вам, уважаемый Садыр Нургожевич, за подтверждение вашему участию в трехсторонней встрече глав государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по случаю совместного празднования Международного дня Навруз в историческом городе Худжан. Боевая медицинская машина имени национального героя Азербайджана Хокуме Алиевой в ближайшее время поступит на вооружение Министерства обороны Казахстана. Эта уникальная техника предназначена для эвакуации раненых и оказания первой медицинской помощи в боевых условиях. Военный атташе Азербайджана в Казахстане полковник Фуат Ибрагимов и главный помощник военного атташе подполковник Расим Викилов ознакомились с техническими характеристиками и возможностями автомобиля. Съемочная группа Центральноазиатского бюро «Риал» также приняла участие в продвижении новой техники, названной в честь азербайджанки. Подчеркивая важность подобной техники для миротворческих и боевых операций, они отметили, что такие машины значительно улучшат медицинское обеспечение на передовой. Боевая медицинская машина создана на базе бронеавтомобиля «Орлан» и полностью адаптирована для медицинских целей. Основными особенностями автомобиля являются бронированный кузов, защита от пуль и осколков. Современное медицинское оборудование предназначено для оказания неотложной помощи. Раздвижная платформа для быстрой погрузки раненых, круговая система освещения, возможность работы в темное время суток и при любых погодных условиях. Запас хода 600 км при скорости 80 км в час по шоссе. Вместимость может перевозить 6 легко раненых или 3 легко и 2 тяжело раненых бойца. Автомобиль назван в честь Хокумы Алиевой, бортпроводницы самолета азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение 25 декабря в 2024 году, которая пожертвовала своей жизнью ради спасения жизни пассажиров. Ее храбрость и самоотверженность живы и сегодня, а ее имя увековечено в оборудовании, которое участвует в спасательных операциях. Миротворческого контингента уже выполняет свою миссию на голландских высотах. Данная машина планируется к отправке в этом году. Как вы знаете, после трагедии, которая была в прошлом году с самолетом азербайджанских авиалиний, и вдохновившись героизмом Хокумы Алиевой, наше руководство компании, акционер компании, они приняли решение,
чтобы машину, которая также спасает жизни, назвать в честь национального героя Азербайджана. Так, данная бронированная колесная машина «Орлан» – это боевая машина, которая была переоборудована под санитарный медицинский автомобиль. С него было снято все вооружение и был спроектирован механизм погрузки и загрузки раненых и легкораненых людей. Также было оснащено дополнительными медицинскими приборами для оказания первой медицинской помощи, для оказания каких-то более серьезных вмешательств в спасение человека. Также было установлено светосигнальное оборудование, освещение рабочее по кругу, внутри салона, платформа, консоли для того, чтобы размещать медицинское оборудование внутри машины. По техническим характеристикам. Данная машина может преодолевать дистанцию до 600 километров при скорости 80 километров в час по шоссейной дороге. Ее вес 13,5 тонн, максимальная загруженная масса 16 тонн. Класс защиты по уровню станок, по стандарту станок уровень 3 по баллистической защите и по противоминной защите тоже 3А, 3Б. То есть 8 килограмм в тротиловом эквиваленте может выдержать взрыв под колесами, под каждым колесом и под днищем. Это чья идея была, чтобы это назвать нашего национального героя, честь нашего национального героя? После того трагического события наше руководство узнало о поступке национального героя Азербайджана Хакума Алиевой и были вдохновлены ее поступком, то что она, осознавая, что это ее последний день, оказывала посильную помощь всем, кто находился там, и спасала жизни до последнего вздоха. Этим поступком было вдохновлено наше руководство и решило назвать эту машину в честь нее, в честь Хакумы Алиевой, потому что она тоже предназначена для спасения жизни. Спасибо. Министерство обороны Казахстана планирует использовать данную боевую санитарную машину в боевых условиях, миротворческих миссиях и гуманитарных операциях, что позволит обеспечить надежную медицинскую помощь военнослужащим и раненым. Уважаемые телезрители, сегодняшняя наша программа посвящена как священному и национальному празднику Наврузу, так и Всемирному женскому дню 8 марта. На этот раз съемочная группа программы «Мост дружбы» посетила поселок Первомайск Сокулукского района под Бишкеком. Как известно, этот населенный пункт является интернациональным. Здесь живут представители разных национальностей. Сюда, как и во многие другие республики, в 30-х годах прошлого столетия были репрессированы и азербайджанцы. Сегодня в поселке проживает 28 азербайджанских семей. Они уже считают себя представителями кыргызской общины и играют активную роль в социально-экономической, культурной и политической жизни страны. Мы посетили праздничный вечер, организованный Аллой Гурбановой. Она является учителем русского языка и литературы в Первомайской средней школе. Добрый вечер, добрый день всем. Я Курбанова Алла Мамедовна. Родилась в городе Бишкеке. Кем работаете? Я работаю учителем. Это была моя мечта с школьной скамьи, быть учителем. Вот уже более 40 лет я работаю учителем русского языка и литературы. Вот.
являюсь членом правления азербайджанской диаспоры в Кыргызстане. Являюсь депутатом Аильного Кенеша, в этом году выбрали. Веду большую общественную работу. Ну, наверное, моя профессия такая, что как еще со школьных лет в пионере, комсомоле. И вот такая вот гражданская активная позиция с каждым годом усиливается, не уменьшается. Желание делиться опытом, желание помогать людям, желание нести что-то позитивное в наш такой мир. Вот сегодня мы собрались где и ради чего? Скажите, пожалуйста. Сегодня вы являетесь гостями села Первомайского Сокуловского района. Село Первомайское Сокуловского района – это кыргызская опытно-селекционная станция, которая была создана еще в 40-е годы, в конце 30-х годов. В Сокуловском, вот этом селе Первомайском живут на сегодняшний день мы азербайджанцы. Откуда вы из родом? Мы азербайджанцы, мы все здесь проживающие азербайджанцы являемся потомками дети репрессированных. Наши бабушки, дедушки, моя свекровь, свекор, все были репрессированы в 30-е годы с Азербайджана вот сюда. Сначала в Казахстан, а затем сюда, в Кыргызстан. Когда их переселили в это село, здесь была только одна улица. Здесь тогда жили русские и немцы. Еще, кроме азербайджанцев, наверное, здесь проживают и другие представители нации. Какие? Здесь у нас в селе проживают люди разных национальностей. У нас есть карачаевцы, у нас есть кыргызы, есть еще остались русские, у нас есть курды, турки. И все мы, вообще наше село, всегда мы между собой все дружим, мы всегда толерантны друг с другом, мы не делимся никогда. У нас на свадьбах всегда за одним столом сидят представители разных национальностей, и в плохие дни тоже мы всегда друг друга поддерживаем. У нас очень хорошее село, между прочим, и мы всегда здесь чувствуем себя каждый в какой-то большой дружной семье. Мы все кыргызстанцы, живем под одной крышей. Что для вас значит Кыргызстан? Кыргызстан для меня значит, это моя родина. Кыргызстан – это мое детство. Кыргызстан – это моя юность. Кыргызстан – это все, что связано в жизни. Это, одним словом, это родина. И мы себя не представляем вне этой родины. Мы любим свою родину. Мы и Азербайджан любим, историческую родину, потому что это наши кровные такие наши узы. Мы любим свою музыку, мы любим свою кухню, мы любим свои песни. Но также параллельно с этим мы нисколько не разделяем, мы любим и все кыргызское. Например, мой сын живет за границей, когда он приезжает, он всегда последние новинки кыргызских песен увозит отсюда диски. Или особенно очень любит песни, вот, народные кыргызские песни. Потому что мы тюрки, мы одна кровь, мы одна ветвь, у нас один отец. Вы в Азербайджане были? Да. Когда вы были в Азербайджане? Мы в Азербайджан ездили в 91 году, мы пожили там 6 лет мы прожили там. В Азербайджане живет старшая сестра моего мужа. Мы поехали туда, в Азербайджан, но мы вернулись, потому что мой муж не смог там жить. Он сказал, моя родина Кыргызстан, я хочу домой, здесь все мое. И мы, еще у нас здесь оставались родители мои, его мама, и мы вернулись сюда. Я, например, вспоминала только наше село и вид из окна березы вдалеке, пшеничное поле, мой родной Кыргызстан. То есть вы здесь родились, конечно? Да, я здесь родилась, и муж здесь родился. Мы здесь родились. Когда вы слышите слово «Азербайджан», что вам представляется? Когда я слышу слово «Азербайджан», мне представляется дорогое сердцу, которое в нас живет. Это наши песни, красивые, нежные наши песни, это мугамы. Вносим свой посильный вклад в развитие Кыргызстана, любим свою родину Кыргызстан, делаем все, чтобы наша родина процветала.
Трудимся каждый. У нас среди нас, азербайджанцев, много людей с высшим образованием. У нас есть врачи, учителя, медсестры, портные. У нас сельское хозяйство, животноводство. В любой сфере, которую мы не возьмем, в каждом из них есть наши представители нашей национальности, которые любят трудиться, мы, азербайджанцы, миролюбивый народ. И эти традиции идут еще от наших тех родителей, которые, несмотря на все трудности, какими они столкнулись, когда их сюда репрессировали, они оставались людьми добрыми, открытыми, гостеприимными, благодарными. И нас так воспитали. Именно нас воспитали в этом вот таком же духе любить эту жизнь, любить всех, кто вокруг нас. Вот сегодня мы собрались, одни женщины, да, можно сказать. Вы как женская организация, что вы успели уже делать? Ну, в диаспоре, в нашей азербайджанской диаспоре, я отвечаю за работу с молодежью, как бы я взяла вот эту работу, и что-то вот мы, как женская организация, пытаемся, ну, наша цель объединять нас, чтобы мы обменивались информациями, семьями. Мы иногда ищем невест, ищем женихов. Тоже вот у нас такая есть. Удается? Удается, и это нам удается, потому что мы живем сейчас в такое время, все как-то по домам запрятались. Вот мы проводим разные мероприятия. Еще мы проводим мероприятия с целью, чтобы наши дети не забыли те традиции, обычаи, которые у нас есть. Мы хорошо помним традиции. Мы не жили в Азербайджане, допустим, да. Мы родились здесь в третьем уже поколении, в четвертом поколении есть здесь дети, рожденные здесь, далеко от исторической родины. Но тем не менее наши мамы, бабушки, вот нас, женщин, научили всем тем традициям азербайджанского народа. Нас воспитывали, чтобы мы были хорошие, гостеприимные, умелые хозяюшки. Когда они что-то пекли, готовили, они нам звали нас и учили, смотрите. Меня, например, учил больше, я сказала бы, папа. У меня папа любил готовить и всегда говорил: подходи и смотри, делаешь для меня, учишься для себя. Также говорили наши вот мамы и бабушки. И мы стараемся нашему молодому поколению передать эти традиции, обычаи, которые есть у нашего народа. Азербайджанский народ богат традициями, обычаями, богат кухней. И мы собираемся, делимся. Если мы сейчас будем говорить о женщинах и о национальной кухне, у нас каждая из нас умеет делать все, что вы видите на этом столе. Каждая у нас умеет готовить наш замечательный азербайджанский плов. Это у нас кета, это наши печеные. И вот все женщины, которые здесь присутствуют, все это умеем делать. И мы очень любим это делать сообща и дружно. Бывают в жизни плохие моменты, когда мы собираемся, и бывают, слава богу, хорошие моменты. Наше село, женщины нашего села очень дружные. Мы всегда друг другу помогаем, мы всегда все решаем вместе. И сегодня мы вот быстренько собрались, и каждая из нас что-то приготовила. И мы с удовольствием сегодня вот угощаем вас и знакомим вас с нашей азербайджанской кухней. Каждая из нас, у каждой семьи есть свои трудности, но мы всегда позитивны, мы всегда жизнелюбивы, мы стараемся друг друга поддерживать, и мы всегда знаем, что вместе мы сила. Сегодня в Дастархане что будет? У нас сегодня в Дастархане будет кета, будет, это наше тоже национальное блюдо. Будет сегодня, плов. Из горячего будет плов, конечно, будет. Обязательно будет долма. Ну и всякие сладости, фрукты, пахлава, сладости. Картама, пахлава, kökeler. Шоргогал. Ну я толком название не знаю. Я не из Азербайджана. Наследники нынешнего поколения наших соотечественников, репрессированных в Кыргызстан из разных районов Азербайджана, в степи Средней Азии, включая Казахстан, в 30-х годах прошлого века, продолжают опираться на прошлое, чтобы сохранить национальные традиции, обычаи и передать их будущим поколениям.
На празднование огненного вторника от Чешембеси собрались женщины азербайджанских семей, проживающих в поселке 1 мая. Они накрыли богатый стол в преддверии празднования Навруза, на котором присутствовали практически все блюда национальной кухни. Читали стихи, играли, танцевали, ходили вокруг костра и высказывали свои пожелания. Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников – Навруз-Байрамы, вобравший в себя традиционные ценности наших народов. Фактически подготовка к празднику Навруз начинается за месяц до самой праздничной даты, ведь пробуждение природы начинается именно с Навруза, и народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Наврузу предшествуют 4 вторника, на азербайджанском Чешенбе-Ахшамы. Сейчас эти дни принято называть Чешенбе, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечают Су, От, Ель и Торпак Чешенбе. Соответственно, вторник воды, огня, ветра и земли. Их называют еще последний или праздничный. Пробуждение этих элементов природы предвещает период 5-го главного элемента нового светлого дня Навруза, начало возрождения и полного оживления земли. А знаете ли вы, почему до Навруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, это нашло отражение и в священных писаниях. Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно во второй день. Потому в тюркской мифологии вторник считался священным днем. Валихан, вы сегодня очень красиво выглядите. Спасибо. Вы оделись сегодня азербайджанской национальной одежды, келагайи, которую здесь можно встретить очень редко, к сожалению, хотелось бы каждый день видеть. Но, видно, мы действительно современно стали и предпочитаем более современные вещи. Вот келагайи – это головной убор, для мужчин это папах называется, да? Это честь мужчины. А келагайи – это те женщины, которые с достоинством носят, это наш головной убор. Что вы? Как женщина. Вот вы сегодня очень действительно. Расскажите, пожалуйста, сегодня, почему вы так красиво нарядились? Мне очень нравится. Я и знала, вы приедете, надо показать везде, что мы одеваемся. Мы еще не забыли свои традиции, свои обычаи, свою одежду национальную. Нравится очень. Конечно, можно всем одеваться женщинам. Только нравится, поэтому? Нет, это же моя родная. Я же родилась в Азербайджане. Я там откуда? Агдашского района. С какого года здесь живете? Я 84-го года, в январе приехала. У вас семья, дети? Ну, у меня семья, как сказать, у меня свекр, свекровка и муж умерли, но детей нету. Ну, я живу одна, девчата меня наполняют всегда, я себя ни одной не считаю, они никогда не оставляют одной, мы всегда вместе, и в горе, и в радости всегда. Да. Вот как сегодня мы смотрели, вы действительно забыли свои национальные, традиционные кухни, которые пользуются в Азербайджане, да, где бы мы ни жили, мы всегда на столе свои национальные блюда. Вы сегодня что-нибудь готовили здесь? Что вы готовите? Долма. Долма? Да. А вообще по праздникам что вы готовите основного здесь? Только азербайджанская национальная кухня? И долма готовим, и плов можно иногда и в киргизский, как узбеки. Например? Говорят, да, готовим. Так бешбармак бывает, шорпа бывает, делаем, да. Мы не забываем киргизского национального кухни, тоже пользуемся, есть свою никогда. Вот вы приехали первый раз из Азербайджана сюда. В каком году вы сказали? В 84-м. Вот что для вас было интересно? То, что нет в Азербайджане. Мне самое интересное было манта. Думала, как это мясо ложат в тесто, ее кушают. А лагман? Лагман, вам не показалось его, как кушать? Более-менее, так, как сказать, пельмень уже как душваря считается, но не так же это. Это мне как знакомо было, но мне, правда, очень дико было манту. Как можно мясо положить в тесте вкушать? Так как научилась, теперь за уши нет. Я росла, мне 23 года была туда приехала, мне молодость здесь прошла. У вас есть друзья среди других национальностей? Конечно. Назовите. У меня русские, киргизские девчонки есть знакомые, да. Узбечки есть. Научились на кыргызском говорить? Иногда. Говорю несколько, есть слова. Говорите или понимаете? Я не понимаю, я и говорю. И с праздником женщин поздравляю всех праздником 8 марта, а
первый Нурус праздник. Всех азербайджанцев и кыргызстанцев всех поздравляю. Желаю здоровья, желаю спокойствия, желаю счастья, желаю, чтобы все было хорошо, все было мирно, все было спокойно. Самое главное, что болезнь ушла, болезни не было, что войны не было, не воевали, дружно жили. Это желаю. Я Садыхова Хумар, живу в село Первомайское Сокуловского района, родом с Азербайджана. Поздравляю всех женщин всего мира, чтобы эти женщины были счастливы, чтобы эти женщины не плакали, слезы радости только видели, чтобы не было войны, чтобы было небо голубое над нами. И всем женщинам желаю быть всегда в семье с детьми своими, со своими семьями, здоровья им желаю в такой хороший день. И мне очень нравится эта страна, в которую я попала по судьбе, и благодарна тем, кто здесь меня принял. Спасибо всем, поклон нашим старикам, которых уже, к сожалению, нету в живых. Счастья всем. Люблю вас всех. Всех-всех. Вот и съемочная группа нашей программы «Мост дружбы» приняла участие в ритуале от Чершенбеси. В этот день, по поверьям, обновляется огонь.
от Чершенбеси оповещает о том, что до весны и Нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия. В от Чершенбеси принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Причем костер должен зажечь мальчик, тогда огонь считается чистым. По народному поверью, огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы и все худшее, что было в старом году. Все плохое сгорает в пламени этого костра. Болезни, страдания, природные бедствия, грехи пожираются огнем, и человек заново рождается. Нужно перепрыгивать через костер 3, а лучше 7 раз и произносить при этом «пусть мои невзгоды сгорят в этом огне». Костер никогда не гасят водой, он должен погаснуть сам. Пепел собирается и выносится подальше от дома. Так несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, будут удалены вместе с пеплом. Для наших предков огонь был больше, чем просто природное явление. Наверное, поэтому в тюркских языках слово «очаг» – колыбель огня, означает также родной дом и край. Novruz, Ulu Novruz, Xonçalı, Dolu Novruz, süfrələri bəzəyər, hər şeyin bolu Novruz. Burada dağlar baş-başa, bağ-bağçalar tamaşa, əlvida dedik qışa, bol, bərəkətli Novruz. Xoş niyyətlər dolaşar, sülülər barışar, bərəkət aşıb daşar, qədəmləri xoş Novruz.